Няни хирархой, чин район Аглияр. За какез юрда сгаурда кадахтис разговор туда беседа про пневмонию. Пневмония – это острое инфекционное заболевание, преимущественно бактериального происхождения. Это распространенное заболевание. Заболевают все возрастные группы. Молодые, среднего возраста, старческого возраста. В молодом и среднем возрасте заболеваний значительно меньше, чем в более старших группах, после 60 лет. Заболевание возникает, развивается остро, с высокой температурой, с недомоганием, разбитости, боли в грудной клетке могут быть, боли больше в боковых отделах грудной клетки, головные боли, теряют аппетит, дыхание с раздуванием крыльев носа, температура может дойти до 39 градусов и более. Начинается кашель со 2-3 дня, который может принять с мокротой, и может мокротой принять гнойный и ржавый характер. Ржавый – это имеется в виду, мокрота содержит элементы крови, оттого он и темный цвет имеет, ржавая мокрота. Больной лежит на больном боку, это шадит таким образом больной орган. У лиц более старшего возраста могут быть бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение. Температура может держаться несколько суток, но температура спадает на 2-3 сутки после начала антибиотикотерапии. Диагностика обычной пневмонии незатруднительна, ставится на основании данных опроса, осмотра, перкуссии, выслушивания, общего анализа крови, где показывается воспалительная реакция в виде повышения сои и уровня лейкоцитов, лейкоцитоз называется это. Но заключительный диагноз в любом случае выставляется на основании данных рентген-обследования, рентгенографии, флюорографии, рентгенографии органов грудной клетки. Лечение пневмонии проводится в обычных случаях, можно провести в амбулаторном режиме, в домашних условиях. И основное лечение пневмонии – это антибиотики, антибиотикотерапия. Антибиотики можно назначаться врачом и получить пациентам в виде таблеток, внутримышечных инъекций, и в более трудных случаях, тяжелых случаях внутривенно введение антибиотиков необходимо. А все остальные назначения – это отхаркивающие, расширяющие бронхи препараты, витаминные сборы, физиопроцедуры, массаж и разные другие назначения, они вспомогательные все. В основном пневмония хорошо поддается лечению, и на 2-3 сутки снижается температура, улучшается самочувствие больного. И лечение проводится в течение, антибиотиками имеется в виду, в течение 7-8 дней. В более тяжелых случаях, более при атипическом течении продолжается лечение до 15 дней. Госпитализация проводится больных в тяжелых случаях. Это в основном в возрасте после 60 лет. И детей всех укладывают с пневмонией. Госпитализация, значит, в тяжелых случаях, и в основном госпитализируются лица с пневмонией, с сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями. Это заболевания печени, почек, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, наркомания, алкоголизм. У них протекает атипично, тяжело, и их желательно госпитализировать даже с самого начала. Если антибиотикотерапия начата, и в течение 3 дней, 2-3 суток, медики мы называем часами это время, 48-72 часа,
вопрос нужно поставить и решить о смене антибиотика на более чувствительный, на более нужные антибиотики широкого спектра. Критериями эффективности лечения является это критерии эффективности, показатели положительной динамики в лечении, в состоянии больной и эффективности лечения. Снижается температура тела и держится менее чем 37,5 градусов, отсутствие гнойной и ржавой мокроты и отсутствие дыхательной недостаточности. Это дыхательная недостаточность более понятным языком, это одышка, нехватка воздуха, на такие симптомы жалуются больные. Если вот нет дыхательной недостаточности, значит болезнь идет на убыль и выздоравливает. Прогноз пневмонии благоприятный. Выздоровление наступает на 3-й и 4-й неделе, но может сохраняться к этому времени небольшой повышенной соя, небольшой кашель, слабость, такая небольшая слабость, потливость. Это небольшие симптомы астенизации организма. Но это все не означает, что нужно повторить антибиотикотерапию или продолжить. Нет необходимости в таких случаях. Но если же в эти сроки выздоровление не наступает, больной себя чувствует плохо, и нет вот тех критериев эффективности лечения, нужно подумать о дальнейшем обследовании. Это имеется в виду, вам доктор назначит, больному пациенту назначит дообследование в виде компьютерной томографии органов грудной клетки, легких, фибробронхоскопию, консультация необходима пульмонолога, фтизиатра и других специалистов необходимых, онколога. И это делается в специализированных центрах. Поговорим о профилактике. Профилактика, все знают, что люди, ведущие здоровый образ жизни, закаливающиеся каждый день, любые болезни, они реже заболевают, значительно реже. Это человек, лицо, которое сам может делать. Но есть медицинская профилактика пневмонии в виде пневмококковой вакцинации и противогриппозной вакцинации. Пневмококковую вакцинацию проводит лицам старше 65 лет, лицам с 2 лет до 64 лет, если у него сопутствующие заболевания, вышеназванные, сахарный диабет, хронические заболевания почек, печени, алкоголизм, наркомания, сердечно-сосудистые тяжелые состояния, находящиеся под наблюдением, под диспансерным наблюдением лица. Им нужно делать и лицам с 2 лет, пациентам с 2 лет, который имеет иммунодефицит, какой-то врожденный приобретенный иммунодефицит. А гриппозная вакцинация, она эффективная, это эффективное мероприятие, проводится до 65 лет, даже значительно видимая такая связь имеется между противогриппозной вакцинацией и заболеваемостью. Показана противогриппозная вакцинация группам риска лицам старше 50 лет, долго работающим работникам в пансионатах, домах престарелых, домах инвалидов, больным с бронхолегочными заболеваниями, в том числе и с бронхиальной астмой, больным, состоящимся на диспансерном учете по поводу сахарного диабета, всех хронических заболеваний печени, почек, сердца, сердечно-сосудистой системы, с наркоманией, с алкоголизмом. Беременным женщинам во 2-3 семестре очень рекомендуется делать противогриппозная вакцинация. Персоналу больниц и поликлиник. Оптимально выгодно хорошее время для проведения противогриппозной вакцинации – это октябрь-ноябрь месяц. Что я скажу вам в конец.
своей беседы. Будьте здоровы, берегите друг друга, но и будьте внимательны друг к другу, окружающим, к себе. Больной в силу того, что если он уже заболел, он очень невнимательно относится к себе. В основном так. И ваша внимательность, ваше соучастие, ваше участие в выявлении и в проведении обследования лечения больного, вызвать врача, повести больного в поликлинику, к врачу, это сыграет хорошую, положительную роль в здоровье ваших окружающих. Будьте здоровы, көз бирді сау құра, Аллах тех добр какой.